концерт, посвященный столетию со дня рождения народного артиста СССР, героя социалистического труда Бао Базаровича Ямбилова. Начало 21 века оказалось удивительно щедрым на знаменательные для бурятской музыкальной культуры юбилеи. В 2010 году исполнилось 100 лет со дня рождения одного из классиков бурятской музыки Дандара Дамбиловича Аюшеева. 2015 год стал юбилейным для Союза композиторов. Ему исполнилось 75 лет со дня основания. В этом же году республика провела мероприятие, связанное с юбилеем нашего выдающегося бурятского композитора Жикжита Абидуевича Батуева. 2016 год проходит под знаком музыки Ямбилова. Это, пожалуй, одно из самых ярких событий в музыкальной жизни Бурятии. В тройке композиторов, которых мы по праву называем основоположником бурятской профессиональной музыки, Бао Базарович выделялся кипучей энергией, талантом организаторским и разносторонностью интересов. Ямбилов создал музыку яркую, национальную, самобытную. Одним из самых высших его достижений является оратория «Гудящие сосны» на стихи народного поэта Бурятии Николая Дамдинова. Он посвятил это произведение 20-летию победы в Великой Отечественной войне. Это произведение было особенно дорого Бао Базаровичу. Сам участник войны, он сполна испытал тяготы военного лихолетия. Наверное, потому так неоднократно обращался к военной теме в своем творчестве. Именно этим произведением мы сегодня открываем наш концерт. Послушайте первую часть оратории «Сосны поют». Исполняет хор колледжа искусств под управлением заслуженного работника культуры Российской Федерации, заслуженного деятеля культуры Республики Бурятия Ольги Николаевны Поляковой. Партию баса исполнит солист Бурятского государственного театра оперы и балета имени Гамбота Гулжапова Александр Хандажапов. Концертмейстер Татьяна Клепикова.
вершины остры, как стрелы. Они, как бойцы, здесь стояли рядами. Если порой набегал сюда ветер, он крался на цыпочках между стволами. Он трогал их нежно. Окошко самолета и жалети луга, ты художника работа, край чудесный Нижегород. А на свете этих и ласках, как его не полюбить, где ты взял, художник,
интересной. Баба учился играть на скрипке, на трубе, на хуре, на ударных инструментах, пел в хоре и тогда же делает попытки сочинять музыку. Первые композиторские опыты были связаны с обработками народных песен. Именно в этом жанре он в дальнейшем будет работать очень много. Ермилов писал: «Народная песня была знакома мне с детства. Она тот животворный источник, из которого черпало свои силы наше молодое профессиональное искусство, всеми корнями уходящее в народное творчество». Всего им написано около 200 обработок народных песен. И, пожалуй, самые известные из них две песни. Это песня «Песчаная дорога» и песня «Гнедой конь». Мы хотим представить их вашему вниманию. Песня Элхен Харгы «Песчаная дорога». Исполняет студентка 4-го курса вокального отделения Мария Басаева. Класс преподавателя, заслуженной артистки России Виктории Базаровой. Песня «Хурин-хэр» «Гнедой конь» исполняет Анатолий Бадаев.
Это песня о тяжелой женской доле. Он очень любил эту песню. Всякий раз просил певцов исполнить эту песню. Слушал со слезами на глазах. Позднее мелодии этой песни он использует в своем произведении, поэме для скрипки с фортепиано. По сей день это произведение остается самым популярным из его произведений. Надо сказать, что поэма исполняется в разных приложениях для скрипки с оркестром, для различных солирующих инструментов с фортепиано. Послушайте поэму Емпилова в приложении для джаза с фортепиано. Исполняет студентка 4-го курса Романова Кристина, класс преподавателя, заслуженного работника культуры Республики Бурятии Сыпылмы Балабановой.
Он стал автором первой бурятской национальной оперы «НХ Булат-Бадр». Эта опера сочинялась на глазах молодых бурятских композиторов. В это же время в консерватории с Емпиловым учился другой молодой композитор Дандар Дамбирович Аюшеев. Для обоих музыкантов эта опера стала образцом и творческим мерилом. Очевидно, именно опыт учителя в дальнейшем определит жанровое пристрастие обоих композиторов. Опера станет главным жанром их творчества. Важным этапом в жизни Емпилова стала первая декада бурятского искусства, проходившего в Москве в 1940 году. На декаде прозвучали оркестровое сочинение молодого композитора, песни, а также музыкальная драма «Баир», в которой он выступил как соавтор Берлинского. На одном из концертов он дирижировал своей симфонической сюитой. Это был колоссальный успех. Тогда же вышел очередной номер журнала «Советская музыка» с фотографией Емпилова на обложке. Для молодого композитора, только начинающего свой путь в искусстве, первая декада явилась своеобразным трамплином к вершинам мастерства. Впереди были большие творческие проекты, предстояла огромная работа. Великая Отечественная война нарушила все планы. Она поставила на дыбы всю страну. Она стала испытанием и для молодого композитора. Закончив Черниговское военно-инженерное училище, он ушел на фронт. Командовал инженерно-саперной ротой на одном из самых напряженных участков военных событий на Ленинградском фронте. Вот фотографии Емпилова военных лет. В 1943 году после демобилизации он вернулся домой. Работал художественным руководителем Бурятской филармонии, вел класс композиции в музыкальном училище. Его учениками были Анатолий Андреев, Гурда Шипылов, Галина Батуева, Юрий Ирдынеев. Емпилов явился одним из инициаторов обучения талантливых детей в центральных городах Союза. Даримы Ленхобоевой, Елены Тагачеевой, Даримы Ленхобоевой. Он одним из первых поднял вопрос об открытии в Бурятии специальной школы для одаренных детей по типу центральных музыкальных школ. Такая школа при Улан-Удэнском музыкальном колледже была открыта только в 1989 году. Теперь она по праву носит имя Бау Базаровича Емпилова. Сегодня на концерте принимают участие ученики детской музыкальной школы имени Бау Емпилова при колледже искусств имени Чайковского. Они играют произведения Емпилова. Композитор большое внимание уделял детскому репертуару, писал песни, писал инструментальные пьесы. Послушайте две пьесы из сюиты «Детские картинки». «Танец с платками» исполняет Балдонова Настя, класс преподавателя Лидии Владимировны Переваловой.
«Пейзаж» исполняет Син Лена. Первого курса отделения духовых и ударных инструментов Нарбоев Илья. Класс преподавателя Тунгалак. Концертмейстер Син Лена.
Суголковская, Арьяна Дампилова, Маргарита Петрова, концертмейстер Татьяна Клепикова. Исполняет Занданова Аюна, класс преподавателя Ольги Анатольевны Жирновой. Бауи-Бюрга были чрезвычайно разнообразны. Более 20 лет он возглавлял Союз композиторов Бурятии. Активный общественный деятель, он неоднократно избирался в Верховный Совет Республики. На протяжении ряда лет занимал высокий пост председателя Верховного Совета Бурятской ССР.
Постоянно принимал участие в работе съездов композиторов СССР. Был лично знаком со многими выдающимися деятелями музыкальной культуры, в том числе с Ириной Константиновной Архиповой, Георгием Васильевичем Свиридовым, Дмитрием Дмитриевичем Шостаковичем. Кстати, в семье Емпиловых хранятся несколько писем великого композитора. Параллельно с общественной деятельностью он много сочиняет, работает в разных жанрах, и в каждом из затронутых им жанров он совершает подлинные открытия. Первый опыт самостоятельный в работе в оперном жанре была лирико-комическая опера «У истока родника». Эта опера по праву считается первой национальной оперой в истории Бурятского музыкального театра. В главных партиях успешно выступили Алхасарам Линхавоин и Вера Дагденова. Особенно запомнилась слушателям песня «Бумбер» из оперы «У истока родника». Послушайте ее в исполнении Марии Басаевой. подъема обозначили произведения 50-60-х годов. Первый крупный успех был связан с балетом «Красавица Ангара». Написанный совместно с Львом Константиновичем Книпером, балет был показан на второй декаде бурятской литературы и искусства в Москве в 1959 году. В главных партиях с триумфом выступили молодые, талантливые танцовщики Лариса Сахьянова в партии «Ангары» и Петр Абашеев в партии «Енисея». В 1972 году вторая редакция балета была отмечена Государственной премией РСФСР имени Глинки. Балет «Красавица Ангара» затем был поставлен во Львове, в Хабаровске, в Иркутске. По сей день он занимает почетное место в репертуаре Бурятского оперного театра. В этом году театр выиграл грант на новую постановку этого балета и в декабре представит зрителям его премьеру. Следующая успешная работа Емпилова в театральном жанре – это опера «Чудесный клад». Это первая бурятская детская опера-сказка. Рассчитанная на детскую аудиторию, она в ясной и доступной форме рассказывает маленьким слушателям занимательную историю о волшебном горшке и через сказку воспитывает детей, приучает ценить труд, справедливость и доброту. Опера «Чудесный клад» ставилась в течение многих сезонов в Москве на сцене Московского детского музыкального театра и неизменно пользовалась большим успехом. Сама директор театра Наталья Ильинична Сац выходила на сцену перед спектаклем и рассказывала детям о истории создания этой бурятской оперы. В 1970 году Емпилов был удостоен Государственной премии республики за эту оперу.
В 2014 году Бурятский театр «Кукол Ульгер» осуществил смелую постановку поставить спектакль «Чудесный клад» на основе музыки Ямпилова средствами театра «Кукол». Это была новая интерпретация оперы «Чудесный клад». Бау Ямпилов на протяжении всей жизни обращался к жанру песни. Всего им написано более 200 песен, различных по тематике и по жанрам. Представляем вашему вниманию ряд его песен. Песня «Слышатся песни соловья». Стихи Цирен Думы Дандоковой. Исполняет студент 4-го курса вокального отделения Александр Гергенов. Класс преподавателя Вячеслава Боиндаевича Илбаева. Стихи Цидена Галсанова. И
«Багульник». Стихи Дандока Улзытуева. Исполняет студентка 3-го курса вокального отделения Сагаева Бальжима. Класс преподавателя Вячеслава Боендаевича Илбаева. Концертмейстер, лауреат международных конкурсов Саян Манджигеев. Году происходит два грандиозных по значимости события в жизни не только композитора, но и в культурной жизни Бурятии. В этом году за выдающиеся заслуги в развитии бурятской музыкальной культуры Емпилову было присвоено звание Героя социалистического труда. Такого высокого звания удостаиваются очень редкие люди, добившиеся значительных результатов в своей профессиональной деятельности. Николай Тамгинов, народный поэт Бурятии и близкий друг Емпилова, прислал композитору поздравления, которое заканчивалось таким четверостишием. «К вершинам славы долг путь. Бывает в жизни так порою. Простым уламуденцем лег уснуть, проснулся в 6 утра героем». Хочу пояснить появление последних двух строчек. Дело в том, что Емпилов получил известие о присвоении высокого звания поздно ночью, почти под утро. Вся семья в это время находилась на даче, и вдруг внезапно приехал Дугаржат Дашиев с женой. И с этой радостной новостью. Конечно, эта новость застала всю семью врасплох. Так и появились эти две строчки. Простым уламуденцем лег уснуть, проснулся в 6 утра героем. В том же году в Москве в колонном зале Дома Союзов состоялся концерт, посвященный 70-летию Вау Емпилова, на котором были исполнены лучшие произведения композитора. Концерт прошел с огромным успехом. Сам автор присутствовал на концерте и выходил на сцену под несмолкающие аплодисменты. Посмотрите видеофрагмент финала концерта. Только что прозвучала в Москве оратория «Гудящие сосны». Ораторию исполнил хор молодежи и студентов Московского хорового общества
и Государственный малый симфонический оркестр под управлением Юрия Симонова. Партию сопрано исполнила народная артистка Советского Союза Галина Шайдарбаева. Партию баса заслуженный артист СССР Борис Добрин. Учреждены премии имени Бау-Ямпилова «Юный музыкант» и именная стипендия лучшим учащимся детской школы искусств. Каждые 2 года ныне в Улан-Удэ проводится городской конкурс имени юных музыкантов, имени Бау-Ямпилова. Произведения Бау-Ямпилова ныне входят в сокровищницу бурятского музыкального искусства. Они по-прежнему звучат на концертах, ставятся на театральных сценах. Студенты отделения теории музыки нашего колледжа и музыковеды постоянно обращаются к его творчеству в своей научно-исследовательской деятельности. Ученики играют его произведения. Одним из самых исполняемых его произведений является симфоническая сюита «Цветущий край». Написанная в 1953 году, она посвящена 30-летию образования республики. 4 части сюиты – это картины жизни и быта родной Бурятии. Представляем вашему вниманию первую часть сюиты, которой композитор предпослал заголовок «Рассвет». Переложение для оркестра бурятских народных инструментов Саяны Табхаровой. Исполняет оркестр бурятских народных инструментов под управлением Саяны Табхаровой.
И сегодня, послушав концерт, выражаю большую благодарность дирекции музыкального колледжа искусств товарищу Турбянову, музыковеду Халбаевой Галине Петровне, которая ко мне сама позвонила, представилась и сказала, что в ноябре месяце, 16 лет, будет концерт. Давайте, в общем, хорошо проведем его. Спасибо большое. Хочу поблагодарить Элеонору Подорожеевну лично от себя и от всех участников концерта за памятные подарки. Завершит наш концерт песня «Пою мою республику» на стихи Николая Горизо. Не случайно начальные строки этой песни были вынесены в название концерта. Это одна из самых известных песен композитора. Это песня-гимн родной Бурятии. Исполняет хор колледжа искусств и хор старших классов «Глория» детской музыкальной школы искусств имени Бао Емпилова, руководитель Туяна Жикжикова. В сопровождении оркестра бурятских народных инструментов Саяны под руководством Саяны Тапхановой.